декабря, и мы с Иваном Григорьевичем едем на рыбалку. В планах рыбалка на 2 дня. Сегодня едем, ночь ночуем в избе и завтра обратно. Проверяем палки на налимов, пробуем ловить хариуса, сига. Короче, будем рыбачить, будем отлично, прекрасно проводить время. Погода благоприятствует, где-то около минус 10 градусов, такой, ну, пасмурно. Посмотрим, как дальше будет. Едем навстречу приключениям. Какие это приключения? Это просто райский отдых. Рыбалка — это всегда здорово, всегда круто. И буквально 2 дня назад, приехав домой, мы были уставшие. Ну, с одной стороны отдохнувшие, с другой стороны физически уставшие немного. День провели дома, и уже опять тянет. Ну что, Геннадий, поедем? Да, конечно, поедем. Так что мы сегодня едем. Наблюдаем, вот наша матушка Печора. Везде еще чернеют полыни. Ну а мы едем дальше. Едем далеко-далеко. И включение следующее уже будет на реке. Все. До первых поклевок. Ну все, друзья, походу рыбалка навернулась медным тазом. У нас поломка. Съехали дорогу, въехали вот такую корягу. И у нас на модуле поломала вот эту сошку. Сошку сломала. И теперь у нас буксировщик без управления. До рыбалки еще далеко, до деревни еще дальше. Короче, мы как раз на середине пути. И что делать дальше? Не знаю, Иван вот пытается завязать как это с проволокой. Не знаю, что у нас получится. Вот такой вот у нас ЧП. Непредвиденное. А сошки запасной нет, конечно, да? Нет, конечно. Вот надо было таскать. Надо покупать тогда все запасное. И лыжу. Хорошо, лыжу не сломал. Сломал бы лыжу, так хуже. Так хуже было. Так что, такая вот у нас беда. Ладно, будем пытаться что-то делать. Гоп. Друзья, поломка поломкой. Пошел, взял сломанную деталь. Решил идти в деревню, чтобы заварить. Вижу, сидит косач. Вернулся, взял ствол. Теперь попробуем к нему подкрасться, если получится. Пока подкрадывался, Иван Григорьевич уже позвонил и сказал: Гена, бери косача и возвращайся. Я там уже все придумал, привязал какую-то там палку. Сейчас мы это глянем. Говорит, без рамы доехал, а тут, говорит, из-за какой-то сломанной сошки не доедем. Мне просто самое интересное, сейчас подъедем, глянем, что он там сотворил. Но пока попробую, там сидит один косач на верхушке березы. Сейчас попробуем к нему подкрасться. Вот он, друзья, сидит там за этой сосной на верхушке березы. Посмотрю дальше, там может еще что есть. Они обычно по одному не
Вон, друзья, смотрите, место нашей аварии. Вон Ивана сюда стащила. Мы врезались лыжами прямо вот в это дерево. И произошла поломка. Теперь я пошел в деревню, чтобы заварить вот эту сошку. И вот аж как выгнула и поломала. Вон. Ну, Иван мне позвонил и сказал, что никуда идти не надо, что он все уже сделал. Мне просто самому интересно, как он это сделал. Вон, друзья, обратите внимание, сколько воды упало. Упало сначала ледостава. Вон видно по кустам. Это 1,5 метра, наверное. О, Иван уже трясет, рыбку поймал. Пока меня ждал. 3 ерша. О, нашел ершовую лунку. И уже дергает ершей. Так что, может, в садок их будем, нет? Там наловим. Это ты уже 5 лунок набурил здесь? Да. Что, одни ерши? Там ничего не клюнуло, тут вот. Глубоко нет? Ну, нормально глубина. Ага. Сив может быть. И я думаю, окунь должен быть, по идее. Тут типа протоки. Ладно, пойдем смотреть, что там сделал хитрый Григорьевич. Иван Григорьевич придумал вот такой выход из положения. Вот у нас обломанная сошка. Здесь она должна быть одна сошка целая. Вон. А тут просто вот он на проволочке привязал палочку. И еще подстраховал вот такой вот веревочкой. Мне кажется, это веревка. А если плотно веревкой завязать, плотно. Нет, да, она должна ворочаться. Это просто, чтобы лыжи не расходились. А, Я просто оживил так, а палка держит хорошо. вот так вот. Вот такой выход из положения. Вроде бы, вот еще одного ерша. Вроде бы из безвыходного положения Иван Григорьевич нашел выход. Как всегда, бывалый водитель, всю жизнь за рулем. Так что 50 с лишним лет. водительского стажа, да. Не в такие передряги, скажи, попадали, да? Конечно, ну рама лопшая была, я на березе приехал с России. На лопнувшей раме привязал березу и доехал Приехала, 40 километров, да? А? 40 километров. Да. Так что, что мы будем здесь или поедем туда? Поедем, конечно. Пусть это сороки едят. Ну, конечно. Сейчас заберем, сейчас я в ведро их кину. Ну, Все, друзья, пока выключаемся. да. Встречаемся там на Пойдем льду. карри заловить. Сейчас покажу вам свою игрушку. Моя игрушка это вот такая вот ЧЗ 452 2Е. Вот так вот магазин на 5 патронов. Вот такая вот есть у меня игрушка. Игрушка супер. Поехали? Да. Мастер. Да. Заметил стайку косачей, штук 8 перелетели. Подкрадываюсь уже где-то около 300-400 метров. Вот они за этими елками на березах. 2 штуки уже улетело. Штук 5 там должно остаться. Короче, пробуем. Лучше бы я не видел этих косачей. Лучше бы я их не видел. 4-5 переходов сделал. Гоняли они меня, блин. И так ни хрена я не добыл.
О, весь мокрый, весь напрочь. Я еще без тропы вот так вот по пояс снегу, бля, бродил. У тебя как дела? Да, ершей штук 5. Хариуса нет? Сорвот сошел в этой лунке, блин. Крупный? Ну, хороший такой, блин. Сейчас только. Да не, как ты ушел, только я вторую лунку эту вот добурил и потом как пошел вон, пробурил, все, там 2 ерша, там И не было, да, поклевок? не было. Что, поедем туда? Конечно. Всё, погнали. Хотели с раннего утра поехать на клевое место, а время уже, наверное, обед, да? Сейчас приедем, пообедаем. Сейчас посмотрю время. Нет еще. 10:17. Это с раннего утра мы уже то буксировщик делаем, то за косачами бегаем, блин. Ну, азарт, понимаете? Я как увидел, как они перелетели, как сели. Все, я как уже, у меня это загорелось, я пошел. Пофиг, вспотел, не вспотел, по пояс в снегу. Когда главное шел за ними, я даже не замечал, что снега по колено. Я все и шел, даже не замечал усталости. А на обратном пути я просто выдохся уже, просто замучился. И оказывается, столько набродил уже. Ладно, все, собираемся, едем на наше место и будем обедать. Закинем удочки и будем обедать. Так, пробовали хариуса. Была одна поклевка хариуса Ивана. Был сход хариуса. Пробовали, пробурили там лунок 15. Не клюет, пришли на ершовое место. Ерш клюет, поклевки есть. Поймали уже где-то штук. Сколько штук примерно? Штук 15-20 ершей уже есть. Решили перекусить. Потом наловим ершей и пойдем. Иван будет на удочках, а я пойду проверять палки, да? Что там вдвоем делать? Ну, а за обедом не грех и рыбацкого напитку немного, да? Для сугреву. Чай, пунш. Налили горячего чая и сверху немного рыбацкого напитка. Получился довольно-таки теплый энергетик, да? Ну дай бог всем здоровья и клёва. Ничего, такой энергетик, тепленький, Да, приятненький. по холодцом закусывать придется. Да, холодным холодцом. Костры разжигать там некогда, день короткий, мы и так много сегодня потеряли времени. У нас осталось пару часов светлого времени, и потом будет темнеть. Все, по-быстрому кушаем. Встречаемся на палках. Кушаем, по пару сигов ловим и на палку. Пока снимал, у меня пальцы коченели. Сегодня градусов 15 есть, наверное. Только немного перекусили, и дело сдвинулось с мертвой точки. Вон, вот такой красавец хариус. Иван Григорьевич. О, ну-ка, шевельнись. О, только, вот он. Вон там клюет, Иван. Там та удочка. Хвост клюет. А что ты это ведро не взял для ершей? Замораживаешь, что ли? Вот ерша поймал. Сейчас, все, сейчас принесу. А я ветрище весь сырой, вспотел, замерз, отдолбил пока 3 лунки. Сейчас пойду потихоньку проверять уже скоро. Потому что пока обедали, спина вся застыла. И чтобы согреться, лунки замерзли капитально. Сантиметров 15, наверное. Но все, сейчас даю Ивану ведро и пошел. Немножко ершей половлю, что здесь 15, пойду проверять. Ну что, времени осталось мало. Григорьевич оставил ловить ершей. Вот, надергали на первое время, пока хватит. И понеслась проверка. Отдолбил 3 палки. Потом буду по одной. Пока согревался. Надеюсь, этого заряда тепла хватит на первое время. Так, должно быть видно. Ну что, с Богом. Посмотрим, что нам... Сколько прошло? 3 дня? Ну да, 2,5, грубо говоря. Попало нам, не попало, что? Что-то запутало, закрутило. Может, что и было. А нет, что-то есть.
Что-то есть, друзья. Ага, вот он. Вот он такой налим. Сразу же попал около килограмма. Грамм 800 может быть. Закрутился вокруг палки. И умер. Умер недавно. Жабры еще красные, так что ничего страшного. У него аж вон желудок торчит наружу. Хорошо, видать, дергался. Так. Я немножко сполоснем от песка. Нормально. Хорошее начало. Так, сначала проверю все. А потом буду насаживать, чтобы сэкономить батарейку. Первая палкой сразу налим. То есть это палка-то третья. О, уже затянула. Уже затянула. Так. Ну, Янскадан. Первая палка дала налима. Значит, есть надежда, что... Ох, вода падает. Потому что палки воткнулись в песок. Так, здесь что? Здесь, походу, пусто. Еж целый. Второй целый. Налим здесь не проплывал. Налим здесь не проплывал. Ничего страшного. Вон насколько упала вода. Сантиметров на 20 получается. Если не больше. Значит, вода падает. Вода падает. Не знаю, хорошо ли это, плохо ли. Но, по крайней мере, налим немного шевельнулся. Хоть что-то начало попадать. Поначалу уже вообще было грустно. Ну, это первая палка вообще на мелкоте. В устье речки. Сейчас посмотрим. Маленький налимчик попал. Или он был здесь, не помню, мы его оставляли. Зацеп. Что-то зацепилось. Ага. Еще, походу, один такой же. Ага. 2 дрищ пакета. Ну что, плавайте. Плавайте до тех пор, пока вас не возьмет трофейный. Я вас не буду снимать, пока не сдохнете, так как заглотили глубоко. Ну вот. Первые 3 палки. И уже результат. По большому счету, первая палка уже дала результат. Теперь здесь вот осталось в этом ряду еще 5 палок. И пойдем на другой. Вон такой налимчик. Наживляем, отпускаем, идем дальше. Так, что здесь? Здесь у нас черемуха. Ах, черемуха белая. Так. Ну, ух ты, сколько трава, что ли, там. Столько грязи. Умер. Умер. Так. Второй еж живой. Третьего свистнули. Значит, кто-то был. Смотрим. Так, вроде бы никого. Никто не дергает. По крайней мере, палку не отдает. И здесь еж живой. Что-то даже вроде бы мелкий какой-то есть. Второй живой. А на третьем, походу, налимчик. Ага, вот он. Вот такой вот налимяка. Живой. Близко к полкило. Так. Успокойся. Успокойся. Что, еще не успокоился? Цвет такой интересный. Желтый.
палочка-выручалочка. Вот, инцкадан. Второй налимчик. Кстати, что бы ни говорили злые языки, вот такой налим, вот такой, самый вкусный. Он, мясо просто нежное, быстро прожаривается. Вот такой, ну, до килограмма. Потом они идут уже просто жесткие. С ними надо или уху варить. С головы уха с любого налима хороша. А с крупного только его, не знаю, на котлету пускать или так. А жарить его, если так вот в сметане или... Вообще жарить лучше до килограмма. Ну максимум до 1,5. Самые вкусные налимы.